Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam Ukraina bisa kehilangan status kenegaraan apabila terus melawan Moskow pada Sabtu 5 Maret 2022. Ancaman ini dilontarkan saat Ukraina mendesak Barat untuk menerapkan zona larangan terbang ke wilayah udara negara itu. Ukraina telah meminta kepada Barat untuk menerapkan zona larangan terbang. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Amerika Serikat. Dikutip dari BBC, zona larangan terbang mengacu pada wilayah udara manapun yang telah ditetapkan bahwa pesawat tertentu tidak dapat terbang. Putin juga memperingatkan penerapan zona larangan terbang di Ukraina bakal membawa konsekuensi kolosal dan menghancurkan bagi dunia, tak hanya di Eropa. Наши военнослужащие и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм. Отмечу личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти 8 лет. Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил 5 танков. 25 февраля в районе Чугинки командир роты 163-го танкового полка капитан Алексей Левкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и 6 БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Левкин уничтожил все БМП и 5 танков. Обеспечил выполнение боевой задачи без потерь. Мною подписан и указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджи Магомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана